В столице Коми почтили память десантников, погибших в бою с террористами 1 марта 2000 года. В историю Второй Чеченской войны эта трагедия вошла как бой у высоты 776. В течение 2 суток 6-я и небольшая часть 4-й роты 76-й дивизии ВДВ, всего 90 человек, сражались многократно превосходящими силами противника. По разным данным, боевиков насчитывалось до 2500 человек. Тогда в бою погибли 71 солдат и 13 офицеров российской армии. Уроки, через которые прошли мы, через боевые горнила, мы не можем молчать, потому что каждый из нас знает запах войны, знает звуки войны. Каждый из нас знал погибших. И это остается осколками в наших сердцах. И мы, как никто, понимаем, что такое война, и не хотим, чтобы это вновь пришло на нашу землю. Среди десантников был и наш земляк Константин Кривушев из села Кослан Удырского района. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии младший сержант был награжден орденом мужества посмертно. На малой родине героя установлен бюст, а в здании средней школы, где учился Константин Кривушев, действует уголок памяти десантника. Почтили память воинов-десантников и в Ухте. Местные ветераны военных конфликтов в Афганистане и Чечне возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В дни воинской славы они каждый раз вспоминают и своих боевых товарищей, отдавших жизнь за мир на земле. В каждой войне у нас есть такие примеры такого большого мужества. У нас в Афганистане подобные операции были. То есть вот из моей роты 25 человек. 3 суток держали вокруг себя 400 человек душманов, пока дивизия не окружила и не уничтожила всех этих. Почти за 10 лет военного конфликта через Афган прошли 500 000 советских солдат и офицеров. Среди них около 400 ухтинцев, 7 из которых не вернулись к своим матерям, детям и женам. В 2 чеченских войнах участвовали около 640 ухтинцев, 6 из них погибли.